Свою работу в 8 утра начал и общественный штаб по наблюдению за выборами в Республике Ингушетия. Наблюдатели внимательно следят за происходящим на избирательных участках в режиме онлайн. Здесь трудится команда из 14 человек, в их числе и IT-специалисты, которые отвечают за перебойное интернет-соединение. Независимые общественные наблюдатели должны обеспечить честность, гласность и прозрачность выборов. Нарушений, к нашему счастью, не выявлено. Явка очень хорошая, все проходит тихо, спокойно. В случае выявления нарушений нам звонят в штаб, сюда сообщают, и у нас есть мобильная группа, которая выезжает на участок. И плюс мы отслеживаем по камерам, если тот участок оснащен видеонаблюдением. Стандартно они делятся на два вида. Это нарушения, влияющие на исход голосования, скажем так, и нарушения, не влияющие на исход выборов. Не влияющие на исход выборов – это такие, как технические какие-то неполадки, сбой, отключение электроэнергии и так далее. Нарушения, которые влияют, это уже более такие серьезные нарушения. Это фальсификация, подтасовки и так далее. Так называемая еще карусель. То есть используют бюллетени, их списывают и потом заново используют, закидывают в урну. Чтобы глаз не замылился, и в связи с постом общественные наблюдатели разделились на 2 смены. 10 человек, которые работали с утра, заменили их коллеги. Они начали свою смену с 2 часов дня. Таким образом, наблюдатели будут вести непрерывный мониторинг за голосованием на избирательных участках. Из 142 избирательных участков 79 участков оснащены видеокамеры, и они выведены на монитор. Люди, которые сидят, это члены общественной палаты. В данное время здесь находится и 2 эксперта, которые принимали участие в выборах. 10 человек за компьютерами. У нас 1 человек сидит по обращениям с наблюдателями. И вот с 8 часов до 8 часов мы должны находиться здесь, в зале. Ночью в штабе находится дежурных 2 человека. До 21 часа члены штаба не могут покидать. Штаб посетил глава Ингушетии. Он отметил важность миссии общественной палаты. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что главная цель работы штаба – это обеспечить легитимность выборов президента страны. Пока нет ни одного нарушения, насколько я знаю. Но если вдруг будет, чтобы вмешивались туда незамедлительно, и если таковой факт будет, пока этого факта нет, и надеюсь, у нас не будет. Потому что большая работа была разъяснительно проведена всеми главами районов, городов, вами лично, когда вы общались, говорили, и, естественно, избирком, где у нас Евлоев Магомед Хасанович. Вот самое главное, чтобы мы не переусердствовали. А просто в рамках законного избирательного права у каждого, кто есть, он должен прийти, проголосовать. В течение 3 дней голосования члены Центра общественного наблюдения будут непрерывно следить за порядком голосования на избирательных участках, оперативно предоставлять информацию, в том числе фото и видео о ходе голосования и соблюдении установленных правил. Уважаемые жители Республики Ингушетия, призываю вас прийти на избирательные участки и отдать свой голос, проголосовать за будущее России, за правильный вектор развития нашего государства, за сильного лидера и за мощное государство. Зарима Евлоева, Султан Булгучев, Магаз 24.